К камнерезному искусству впервые, рассказывает Анатолий Семенович, много лет назад прикоснулся совершенно случайно. Товарищ пригласил в экспедицию. Тогда художник и подумать не мог, как далеко зайдет новое увлечение. Он с детства дружил и с кистью, и с инструментами по вырезке из дерева, однако каменное искусство, прочно войдя в жизнь, заменило все прочие виды творчества. Ничем другим сегодня Анатолий Семенович не занимается. Его работы известны далеко за пределами страны, но в Сыктывкаре подобную выставку мастер проводит впервые. Живопись из камня – так называют картины, выполненные в технике флорентийской мозаики. Каждый каменный фрагмент выпиливается с помощью алмазного инструмента. Работа очень сложная и кропотливая. Например, вот на эту картину «Царевна-лебедь» ушло целых полгода. Среди работ множество реплик знаменитых шедевров русской живописи. Здесь и Врубель, и Айвазовский, и Перов, и Барвиковский. Цвета переданы удивительно точно, и лишь подходя ближе к картине, понимаешь, что материалом для создания послужил камень. Это надо много-много напилить камня, чтобы подобрать вот именно этот цвет, чтобы эту тень поставить или этот изгиб. Мы ходим по земле и не догадываемся, что в недрах земли вот такая палитра красок мощная, понимаете? Наша задача, геологи находят эти минералы, добытчики добывают, а наша задача раскрыть красоту и душу камня, показать это людям, что находится вот там, какая необыкновенная палитра. И как сложно грамотно работать с ней. Каждую деталь тщательно подгоняют друг к другу, а затем после закрепления на панно шлифуют и полируют. Первое такое изображение, вспоминает автор, делать пришлось год и 7 месяцев. Заниматься флорентийской мозаикой очень трудно, очень сложно и под силу не каждому. Нужно обладать глубочайшим вкусом, тонким восприятием цвета и специальными, конечно же, познаниями. А самое это главное, наверное, это вот искусство, которое требует колоссального труда. Многие представленные здесь на выставке панно состоят из 5 и более тысяч фрагментов мозаики. Самыми первыми работами художника стали хрустальные шары. Сегодня они известны в творческих кругах 2 столиц России и за рубежом. К подобному искусству, уверен автор, его привела именно профессия. Учился в Горном институте Ленинграда, 30 лет проработал в родной Инте на шахте «Восточная». Начинал простым рабочим, закончил заместителем главного инженера. Картины художника и его соратников впечатляют не только подбором цветного камня, но и новизной, и эмоциональным богатством. И вообще я просто от них, когда смотрю на них, радуюсь, что в нашем городе есть такие мастера. И дай Бог ему еще не одну картину выпустить, и дай Бог, чтобы они как-то посредством подобных выставок нашли возможность к реализации. Камнерезную мастерскую в столице Коми Анатолий Сорокин открыл 17 лет назад. До сих пор она единственная в своем роде во всем регионе, готова удивлять и жителей Коми, и знатоков искусства со всего мира. Любовь Филиппова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.